Здравствуйте, меня зовут Тимофеева Алиса Александровна. Я студентка первого курса специальности земельно-имущественные отношения. Хочу вам предоставить работу на тему строительства небоскребов как нового типа зданий в архитектуре. Я изучила историю небоскребов, современные небоскребы и их строительные материалы. Когда же появилось на Земле самое высокое здание? Самым первым небоскребом на Земле могла бы стать Вавилонская башня. Она, если верить Библии, должна была возвышаться до самого неба. Впрочем, в ту пору самого слова «небоскреб» еще не знали. Слово «небоскреб» примерно переводится как «высокое здание». Такие сооружения имели большое количество этажей. Люди чаще всего их используют для бизнеса, реже для использования проживания. История небоскребов. Небоскребы появились в середине XIX века вместе с изобретением лифта, способного доставлять пассажиров на большую высоту. Именно с этого момента началось массовое строительство небоскребов. Сначала в Старом Свете, а с 90-х годов и в США, в первую очередь в Нью-Йорке. В первое время небоскребы были по 10-12 этажей. Кирпичные с несущими внешними стенами не превышали 80 метров. В 1871 году в крупном индустриальном городе Чикаго возник пожар, который оставил большинство жителей без населения. Естественно, власти схватились за голову, но тут им пришли на помощь архитекторы, которые сказали «нет худа без добра» и предложили необычный проект. Так, в 1884 году по проекту архитектора Уильяма де Барона Дженни было построено первое высотное здание, где разместилось страховое общество. Первоначально оно имело 10-12 этажей. Затем было настроено еще 2 этажа. Тогда высота здания не превышала 55 метров. Началась эра небоскребов, родоначальником которого принято считать город Чикаго. Тысячи американцев, журналистов, писателей, политических деятелей оправдывают и превозносят небоскребы как воплощение американизма, американского духа и американской техники. В стране лидером по числу высоких зданий остаются США. Именно 40 из 100 самых высоких домов планеты располагаются в Соединенных Штатах. Самым высоким зданием в мире является Бурдж-Халиф. Он располагается в Дубае. На его строительство ушло 6 лет и потребовалось около 1,5 миллиарда. Самым культовым высотным зданием, воздвигнутым в эпоху СССР, принято считать Останкинскую телебашню. Она является 4-м небоскребом по высоте в мире. Принцип постройки телебашни заключен в использовании преднапряженного бетона, сжатого стальными тросами. Из современных небоскребов Москвы можно выделить деловой центр Москва-Сити. В этой серии объектов сочетается как бизнес, так и проживание. Под его строительство потребовалось 100 гектар. По замыслу авторов проекта, самым высоким небоскребом этой серии является 118-этажная башня «Россия». Основными признаками классификации являются высота, функциональная структура, конструктивные решения, материалы, технология возведения. В структуру высотных зданий могут входить помещения или группы помещений различного функционального назначения. В первом подземном и на первых этажах здания могут размещаться помещения различного функционального назначения с учетом требований. Стоянки для индивидуального транспорта могут располагаться в подземных, цокольных этажах и в стилобатной части здания. Для строительства высотных зданий используются сталь, железобетон и напряженный бетон. Для чего же нужны эти огромные здания? В первую очередь, различные страны мира, а также города стремятся показать могущество и величие своей архитектуры, а также продемонстрировать развитие и техническую продвинутость своего города. Пусть территория работы и жизни
лучше растет вверх, чем вширь, и поэтому самой наиболее весомой причиной является экономия площади. Спасибо за внимание.